Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем о ночных драках на улице Ярослава Гашека и восстания. Заявитель указывает на вас, что вы его избили. Ладно, присядьте, пожалуйста. 2 человек госпитализировали в больницу. Покажем последствия аварии в Альметьевском районе. Возле села Кульшарипова грузовик въехал в поезд. Эвакуировались еще до приезда спасателей. Смотрю, тут пожарные приехала, потом скорая машина приехали. В чем причина пожара в одной из многоэтажек в Нижнекамске? Это и не только в ближайшие 10 минут. Жуткая авария произошла сегодня вечером в Высокогорском районе на трассе М7. По предварительным данным, возле кладбища Кендери столкнулись 3 грузовика, в результате чего начался крупный пожар. 1 человек погиб. На данный момент, по рассказам очевидцев, движение в обоих направлениях затруднено. На месте работает наша съемочная группа. Все подробности уже в ближайших выпусках. Напали толпой на одного. Такое сообщение поступило этой ночью в дежурную часть полиции. Все произошло в поселке Борисоглебское. По рассказам очевидцев, группа из 30 человек избивала мужчину руками и ногами, после чего повредила его автомобиль. Причиной драки стал якобы конфликт между водителями, которые не поделили дорогу. С чего все началось и чем все закончилось, расскажет Альбина Минибаева. Вот это праздники, вот это питье, я все время говорила, вот я же ни русским нельзя пить, ни мусульманам нельзя пить, все время все боком выходит эта водка. Каждый вечер там они пьют. Жена пострадавшего находилась в эмоциональном шоке и не могла найти слов, чтобы описать произошедшее. Отметила лишь, что на ее мужа напали около 30 нетрезвых парней. Мужчину избили, а его автомобиль повредили. И на него толпой напали на одного вот этого человека. По рассказам очевидцев, пострадавший не поделил дорогу с неизвестным автомобилистом. Не оценив маневр второго водителя, мужчина решил сделать замечание, однако машина, вероятно, обидчика помчалась дальше. Желая высказать свое недовольство, он поехал за ним. После непродолжительного преследования оба транспортных средства остановились. Словесная перепалка быстро переросла в драку, так как на стороне второго водителя была многочисленная группа поддержки. К приезду стражей порядка нападавшие уже скрылись. Но внимание полицейских привлекла компания молодых людей, которая всячески отрицала свою причастность к произошедшему. Мы стояли, к нам подъехали, и все. Говорят, поступило заявление, вы подозреваете. Молодые люди отметили, что не только не участвовали, но даже не видели драку. Сейчас полицейские разыскивают нападавших. Учитывая, что пострадавший получил различные травмы и был госпитализирован, им может грозить уголовная ответственность. Альбина Минибаева, Нафиса Минязова, Адель Мулахметов. Вызов 112. По похожему сценарию развивались события и на улице Восстания. Там этой ночью, по версии свидетелей, напали на водителя автомобиля Volkswagen. Нападавшие на глазах у малолетнего ребенка избили его отца, после чего попытались скрыться. Уйти далеко им не удалось. Пострадавший настиг своего обидчика на улице Ярослава Гашека. Что было дальше, знает Нафиса Минязова. У меня ребенок вообще, смотрите, у меня состояние. Пойдемте в машину. Успокойся, нормально все. Все хорошо. Сейчас папу дядю заберут. Жена потерпевшего переживала как за своего супруга, так и за напуганную дочь. Причина в драке, которая произошла на улице Восстания. По версии женщины, на ее мужа напали несколько парней. Приехали, выгрузились из машины и... Это вот там на Восстании где-то? Да, где-то Восстание 14. Это ребенок видел, и вы все видели, получается. Они железное что-то, да, использовали? Молотом. По рассказам женщины, на ее мужа, который находился в автомобиле Volkswagen, напали молодые люди. Они выбежали сразу из нескольких автомобилей. После того, как мужчина получил несколько ударов, нападавшие скрылись с места происшествия. Пострадавший от их рук водитель немецкой иномарки такое не стерпел и погнался за ними. Следующим местом действия стала улица Ярослава Гашека, где по предварительной версии водитель Volkswagen протаранил машину одного из обидчиков, Nissan Almera. Японская иномарка впоследствии влетела в столб. Впрочем, по версии очевидцев, конфликт на этом не закончился, а лишь разгорелся с новой силой. Погасить его смогли лишь автоинспекторы, проезжавшие рядом. Тогда же на место вызвали и полицейских. Они же задержали водителя и пассажиров автомобиля Nissan. Я вам понятно объяснил, да, за что я вас забираю в отдел? Нет. По подозрению совершения преступления, побои. Заявитель указывает на вас, что вы его избили. Ладно, присядьте, пожалуйста. Задержанные свою вину признавать не торопились, заявляя, что ни в какой драке не участвовали. Это нам протаранили машину, никого не сбивали. Вскоре у полицейских появилась версия о причинах произошедшего. По словам очевидцев, драка между водителями произошла не случайно. И началась она уже вчера, и причиной тому стал любовный треугольник. Водитель Volkswagen с различными травмами был госпитализирован в больницу. Не исключено, что всех участников происшествия может ждать судебное разбирательство. Нафиса Минязова, Адель Мулахметов, вызов 112.
3 пустых вагона поезда сошли с рельсов после столкновения с грузовиком в Альметьевском районе. Крупная авария произошла в районе села Куль-Шарипова на железнодорожном переезде Шугуровский. По предварительной версии, у автоцистерны отказали тормоза, после чего многотонный автомобиль на высокой скорости въехал в грузовой состав. В результате происшествия никто не пострадал. Водитель успел выпрыгнуть из кабины за секунды до столкновения. По данному происшествию проводится проверка. Размер ущерба устанавливается. На 24% выросло количество дорожно-транспортных происшествий по вине водителей общественного транспорта с начала этого года в Казани. За прошедшие 7 месяцев произошло порядка 50 аварий, в результате которых свыше 70 участников дорожного движения получили травмы различной степени тяжести. Как отмечает госавтоинспекция, самый распространенный вид ДТП, произошедших по вине водителя автобусов – падение пассажиров в салоне. 51-летнего мужчину завалило землей во время работы на участке. Несчастный случай произошел в поселке Нарат Зеленодольского района. По версии следствия, хозяин дома занимался расширением выгребной ямы. Мужчина нанял рабочего, чтобы тот вырыл котлован для канализационных отходов. Когда он закончил, заказчик решил спуститься вниз для проверки качества работы. В этот момент произошел обвал грунта. Позже хозяина участка без признаков жизни извлекли с глубины 4 метров. Ночной пожар на улице Вахитова в Нижнекамске поднял на уши не только спецслужбы города, но и жильцов дома. Но еще до приезда пожарных жильцы сами покинули свои квартиры. Обошлось без жертв. Что стало причиной происшествия, расскажет Ленар Гинатуллин. Это ночные кадры, снятые очевидцем. Шум в коридоре и запах дыма разбудил жильцов дома, и они быстро покинули свои квартиры. Люди вызвали пожарных и остались ждать их на улице. Ночью проснулась, я даже на часы не смотрела. Я в соседнем доме живу. Смотрю, тут пожарные приехала, потом скорые машины приехали. Я уже думала, что-нибудь, наверное, случилось, что ли. Так мне, конечно, из окна-то не полностью видно было, но все равно я уже видела, знала, что что-то неприятное. Вчера приехала на передний двор две пожарные машины, 2 скорые, и сзади дома одна тоже пожарная машина с лестницей. Они на 6-й этаж лестницу делали, и одного мальчика какого-то оттуда вывезли. Детская коляска, ящик-диван и старые вещи. Все это хранилось в тамбуре 6-го этажа. Ничего из вышеупомянутого спасти не удалось. Также в пожаре сильно обгорели дверные проемы, закопчены стены и потолок. На улице пожарный автомобиль встретили жильцы этого дома, которые пояснили, что на 6-м этаже в тамбуре произошло возгорание. На момент прибытия самостоятельно эвакуировались 30 человек, жильцов. Была эвакуация лежачего больного. По предварительным данным, причиной пожара могло стать как неосторожное обращение с огнем, так и поджог. Размер ущерба еще только предстоит установить. Ленар Гинатуллин, Светлана Шумкова, Фахри Исламов. Вызов 112. Не обошлось без пожаров в Набережных Челнах и в Тукаевском районе республики. В первом случае без серьезных последствий. Огонь потушили еще до приезда пожарных. Во втором пламя разгорелось на даче, когда хозяева отсутствовали дома. Подробности расскажет Айрат Назипов. Пожар произошел в одной из квартир 3-го комплекса поселка ГЭС. Серьезных последствий удалось избежать благодаря бдительным соседям. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что входная дверь в двухкомнатную квартиру на 5-м этаже открыта, внутри никого нет. Известно, что жилье сдавалось молодым людям. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Предварительная причина пожара – поджог. Происходило горение в двухкомнатной квартире, в зале комнате БУ мебели на площади 0,2 квадратных метров. А также на кухне, в морозильной камере, в ванной и в шахте туалета было обнаружено останки горелой бумаги на площади по 0,2 квадратных метров. Пожар был, значит, ликвидирован самими жильцами. Еще один пожар произошел вечером в садовом товариществе «Ивушка». В этот день хозяева были на даче. За несколько минут до ЧП уехали в город. О горящем доме им сообщили соседи. Садоводы попытались потушить огонь самостоятельно с помощью ветер, но сделать этого не получилось. Сообщили позже в пожарную охрану. Соответственно, время было потеряно для прибытия пожарной охраны в скором темпе. Предполагаемой причиной пожара послужила неисправность дымоходной трубы. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал. Айрат Назипов, Елена Камалова, Сергей Вильданов. Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.